Скумбрия – частый гость в нашем рационе. Некоторые утверждают, что такая рыба хороша в рассоле или в копченом виде, однако существует множество вариаций приготовлений. Сегодня мы будем готовить скумбрию, запеченную в духовке. А расскажет о секретах приготовления невероятного блюда наш сегодняшний гость – генеральный директор телерадиокомпании «Милет» Мусаев Эрвин Казимович. Успех любой организации зависит от грамотного руководителя, ведь то, как он поддерживает, направляет и мотивирует своих сотрудников, влияет на общий результат работы. Коллеги, начинается новый телевизионный сезон. Я верю, что у нас все получится, мы повысим качество своей работы. Одновременно строгий и справедливый, требовательный и доброжелательный. Именно таким предстает генеральный директор телеканала «Милет» Эрвин Мусаев. Эрвин Бей принимает активное участие в республиканских и международных конференциях, где знакомит представителей разных стран с деятельностью национального телеканала и культурой крымских татар в целом. Работа руководителя требует стрессоустойчивости, сил и терпения, поэтому отдых является обязательной и необходимой частью жизни. Восстановить силы после очередного трудового дня Эрвин Бею помогают регулярные прогулки на свежем воздухе с верным другом. Сегодня Эрвин Мусаев поделится рецептом одного из своих любимых блюд – запеченной скумбрии с овощами. Не пропустите в программе «Софрага Буюрнас». Эрвин Казимович, селям алейкум, рада приветствовать вас на нашей гостеприимной кухне. Селям алейкум, Эльвина. Как проходит утро генерального директора? Ну вот, и пришел сегодня к вам в гости для того, чтобы познакомить наших телезрителей с прекрасным блюдом. Это скумбрия, запеченная в духовке. После этого мы приготовим овощи, запеченные в духовке. Все это является гармоничным и сбалансированным в плане получения питательных веществ. Какие ингредиенты нам необходимы для приготовления данного блюда? Необходима сама скумбрия, естественно. Мы ее зафаршируем кусочками лимона, посолим, поперчим по вкусу, как кто любит, и завернем в фольгу, и все это на полчаса оставим в духовке запекаться. Тогда мы приступаем к приготовлению. Эльвин, давай рыбой займусь я, чтобы ты не пачкала руки, а ты пока для следующего блюда подготовишь мне овощи. Попрошу тебя баклажаны и кабачок нарезать кольцами примерно 1 сантиметр шириной. Все хорошо. Дорогие телезрители, мы нарезаем баклажан и кабачок приблизительно в 1 сантиметр. Эрвин Казимович, расскажите о своем детстве. Как оно проходило? Какие впечатления и воспоминания? Родился я в Узбекистане, в прекрасном городе Фергана. Детство мое, естественно, связано в первую очередь это с семьей, как один из лучших периодов жизни человека, с родительским домом, с теплом. Да, у нас большая семья, у меня 2 сестры старшие, которые уделяли мне время, всегда помогали мне в моих начинаниях. В раннем детстве, до класса 3, я был очень активный, много проводил времени на улице. Где-то после 3 класса, когда стал более серьезно относиться к учебному процессу, я ходил в различные спортивные кружки, занимался разными видами спорта. У меня уже времени не хватало на прогулки по улице, я больше уделял времени занятию спортом и учебе. А это самое главное – уделять время учебе, знаниям. Старались. Сейчас, Эрвин Казимович, вы достаточно успешный человек. Кем вы мечтали быть в детстве? Родители всегда меня учили, что в первую очередь надо оставаться всегда человеком, независимо от своего статуса, положения. В детстве всегда хотел быть человеком правильным, который совершает правильные поступки и всегда живет по своей совести, как она ему говорит, чтобы спокойно спать ночью. Замечательная кредо в жизни. Смотрите, мы сейчас подготовили рыбу к запеканию. То есть мы почистили плавники, отрезали голову, так как она здесь не нужна. И сейчас мы нарежем лимон дольками для того, чтобы фаршировать рыбу лимоном. Замечательно. Как мы нарезаем дольками, да? Дорогие телезрители, обратите внимание, потому что лимон является одним из главных ингредиентов и отлично сочетается с рыбой, кстати. Как вы выбрали профессию для себя? Все началось в далеком 2009 году. Будучи студентом 5 курса,
мне нужно было проходить производственную практику. И как-то мой выбор, в связи с тем, что я учился на экономическом факультете, мой выбор пал на профильное министерство, это Министерство экономического развития. Придя туда на практику, я нашел очень дружную компанию, дружную семью, да, я влился в этот коллектив, и уже после получения диплома меня с удовольствием приняли на работу в Министерство экономического развития. Там я проработал 5 лет. После этого, в 2014 году, я был приглашен для работы в Министерство внутренней политики, информации и связи. Это министерство как раз курировало средства массовой информации, да, одно из направлений, и там я уже более близко познакомился с работой телерадиокомпаний, с работой печатных, электронных СМИ. Поразило то, как средства массовой информации делают свою работу, как построена эта система. Вот, я более глубоко стал это изучать, и год назад, в 2017 году, был приглашен на данную должность. Эрвин Казимович, я уже смотрю, вы нарезали лимон. Какие дальнейшие действия? Что мы будем делать? Мы возьмем емкость, в которой будем запекать рыбу. Это может быть противень, может быть вот такая прекрасная чаша. Для запекания скумбрии, то есть мы создадим такой эффект не жарки, да, в духовке, а запекание. Мы возьмем фольгу, вот, выложим один слой фольги, вот, сверху положим рыбу, вторым слоем фольги накроем эту рыбу, чтобы вот как раз рыба запекалась, а не жарилась. То есть больше ничего не нужно, да? Необходим минимум времени и минимум каких-то продуктов. То есть все натуральное, без... И полезно. Согласна с вами. Хорошо, тогда приступим. Сейчас мы сделаем прорези в рыбе, чтобы туда вложить дольки лимона. Давайте я вам помогу. Чувствую, блюдо будет аппетитное. И аккуратно выкладываем в посуду. Да. Осталось еще поперчить и посолить рыбу. Ну вот уже более года вы занимаете должность генерального директора. Что можете сказать о работе и какие результаты? Ну, во-первых, за этот год мы стали крепкой, дружной семьей. Мы повзрослели, наша работа стала системной, то есть у нас перестали быть какие-то скачки в работе. Мы к каждому мероприятию готовимся заранее, передачи выходят систематически, без срывов, работа ведется стабильно, и, на мой взгляд, это один из самых главных показателей нашей эффективной работы. Все, Эльвин, в принципе, мы подготовили рыбу к запеканию в духовке. Мы ее положим на 30 минут при температуре 200 градусов. Замечательно. Все, тогда накрываем. Небольшой секрет приготовления этой рыбы. После того, как мы накрыли вторым слоем фольги, сделать небольшие дырочки для того, чтобы было испарение воды, и рыба была не мокрая, а чуть такая сочная. сухая. Да. Все это можно сделать там зубочисткой. Там, ну, в данном случае мы делаем это. То есть такими движениями мы делаем прорези, да? Да, рыба, получается, будет дышать. Эрвин Казимович, а как часто вы готовите? Любите ли вы вообще готовить? Честно говоря, люблю готовить. У нас в семье все очень хорошо готовят. Женщины очень хорошо готовят различные блюда из теста. Мужчины готовят хорошо мясо, рыбу и такие вот блюда, которые не требуют длительного процесса приготовления. На самом деле это такая редкость, когда мужчина в семье готовит, но если такой мужчина есть, это очень хорошо. Ну, в принципе, рыба наша готова, Эльвина. Вот, спасибо за комплимент. Вот, если можно, положи ее. Да, конечно. Дорогие телезрители, мы отправляем наше блюдо в духовой шкаф на 30 минут при температуре 200 градусов. Эрвин Казимович, вот я уже нарезала баклажаны с кабачками. Что мы делаем дальше? Давайте я еще один баклажан нарежу. Угу. А я пока это все аккуратненько переложу. Эрвин Казимович, ну вот должность генерального директора достаточно ответственная работа. Сложно ли быть руководителем? С какими трудностями вы сталкиваетесь? Ну, естественно, коллектив у нас очень большой.
Это 150 человек. Нужно понимать, что 150 человек – это не просто цифры, да, это все люди. У всех у них есть свои семьи, есть свои какие-то сложности, проблемы. И каждому человеку надо подходить индивидуально для того, чтобы понять его положение, понять его проблемы, создать вот эту атмосферу семьи, создать дружный коллектив. Приходится прикладывать много усилий для получения результата, чтобы мы действовали как один организм, как единая система. Много связано с организацией работы, созданием комфортных условий для коллектива. Вот. Ну, ничего, двигаемся вперед. Это верный путь. Эрвин Казимович, я уже смотрю, вы взяли лук. А как мы его нарезаем? И чем могу заняться этим временем я? Помидоры поделить на 4 части. Единственное, сердцевину необходимо вырезать. Делю его на 4 части и вырезаем сердцевину. Хорошо. А каким образом нарезается лук? С шириной в 1 сантиметр дольками мы будем его резать. Вторую половину я оставил для того, чтобы нарезать лук, чтобы красиво подать наше блюдо. Смотрите, я взял перец. Его мы тоже поделим на 4 части. Эрвин Казимович, вот программа телеканала достаточно насыщенная. Какой рейтинг просмотров? Могу сказать, что за последний год количество телезрителей наших увеличилось, и это можно наблюдать за теми просмотрами, которые мы видим в социальных сетях, видим в откликах людей, в письмах, в сообщениях, в благодарности за нашу работу. Есть ли у вас любимая программа? Во-первых, я очень люблю хаберы. Я их смотрю каждый день. Вот. Что происходит за целый день, да? Да, для Интересно. получения достоверных и качественных новостей. Вот. Потом мне очень нравится передача Чагладжи Лайф, которая выходит у нас на радио и на телеканале, да, которая раскрывает культуру музыкальную, раскрывает культуру крымских татар. Вот. Естественно, ваша передача мне очень нравится. Вот. Выходной день, да, я люблю, когда есть возможность, и я могу себе это позволить, включить, посмотреть вашу передачу за чашечкой вкусного ароматного кофе. Очень приятно. Да, кофе, как все крымские татары, мы относимся с трепетом в семье. Собираемся всей семьей и за таким вот семейным собранием смотрим вашу передачу. Это очень здорово. Эрвин Казимович, я уже смотрю, вы нарезали перец, а я тем временем нарезала помидоры. Теперь мы это все выкладываем. Да, для приготовления запеченных овощей мы возьмем вот такую стеклянную посуду, выложим, опять же, как и рыбу, мы будем запекать овощи в фольге для того, чтобы создать эффект запекания. Сейчас я возьму фольгу, выложу ее одним слоем. Необходимо ли смазывать фольгу маслом? У нас, в принципе, овощи сухие. Мы капнем несколько капель масла, но это будет в конце. Выкладываем наши овощи. Поочередности не существует, да? Либо слоями все выкладывается? Я люблю выкладывать слоями, там четких правил в этом нету. Баклажаны, так как они дольше готовятся, я их кладу первым слоем и солю, и добавляю чуть-чуть специй по своему вкусу. Что идет вторым слоем? Наверняка помидор. Нет, кабачки. Вот, здесь идут кабачки. Кабачки, затем уже наверняка помидоры. Опять не угадали. Все-таки перец, да? Да. Смотрите, здесь просто помидор, так как он, во-первых, самый мягкий и самый сочный, его надо класть наверх. Для чего? Чтобы он своим соком пропитывал все остальные овощи. Интересно. Да. Многими секретами владеете, Эрвин Казимович. Я же говорю, я готовить очень люблю. Выкладываем вот так красиво перец. Опять все это чуть-чуть посолим. Теперь выкладываем лук, так как он тоже сочный. Могу. Вот, так как он тоже сочный, мы его выкладываем сверху. Так красиво все получается. Да, это И будет вкусно. последним этапом идут помидоры. Эрвин Казимович, опишите себя 5 качествами как руководитель.
требовательный, Требовательный. работоспособный, я люблю работать сам, ну и, соответственно, требую с людей такого же отношения к работе, да. Ну, честность. Вот. Самое главное качество. Ну, на мой взгляд, да, руководитель должен быть честным. Вот. Ну, совестливый. Бывают моменты, когда приходится высказывать сотрудникам о некачественном выполнении ими работы. Меня потом, естественно, мучает совесть, когда я им порчу настроение. Да, настроение на весь день. И пятое качество, ну, последнее. любовь к своей работе, любовь к своему коллективу и к своему труду. Вот это очень важно, мне кажется. Когда человек не любит то, что он делает, он старается это сделать быстро и некачественно. Вот. Любовь, это, на мой взгляд, как раз позволяет сделать свою работу качественно. Хорошо. Я уже вижу, мы все приготовили. Да, мы все приготовили. Сейчас я еще раз посолю. То есть каждый слой желательно немного солить, да? Да, и можно, например, овощи вымачивать в соленой воде. Но это более длительный процесс. Я просто каждый слой солю. Специи добавлю тоже по своему вкусу, потому что они создадут определенный аромат при запекании. Вот. И здесь, как мы уже говорили, надо добавить немного масла. Угу. Держите. Оно как раз чуть-чуть даст эффект зажаривания. Сейчас я накрою вторым слоем фольги овощи. Блин, смотрите, мы накрыли вторым слоем фольги, вот, и, как я уже говорил, у нас овощи запеченные в духовке, а запекание – это вот как раз процесс, когда продукт накрыт слоем фольги. Фольги, да. Ну, для того, чтобы наше блюдо дышало, вот, мы сделаем прорези. Давайте, мне тоже хочется поделать, помогу. Давайте. Наши овощи готовы к запеканию. Запекаем их в духовке при температуре 120-150 градусов около 20-30 минут. И блюдо будет готово. Да. Прошу, Эльвина, как хозяйка на кухне, прошу тебя положить это в духовку. Всегда рада помочь. А пока наше блюдо запекается в духовке, я хотела бы вас спросить. Эрвин Казимович, я знаю, что вы преподавали в Крымском инженерно-педагогическом университете экономику и государственное управление. Расскажите, каково это быть в роли преподавателя? Во-первых, Эльвина, я тебе открою небольшой секрет свой. Я продолжаю преподавать по совместительству, 0,25 ставки, закреплены за мной в университете, и я преподаю государственное управление и муниципальный менеджмент, и экономику. От общения со студентами я получаю море позитива, потому что зачастую я наблюдаю, как меняется наше поколение, какие изменения это происходит, делаю для себя выводы, да, к чему движется наша страна. Со студентами очень приятно общаться, потому что это действительно молодые умы, это такие драйвовые ребята, которые где-то делятся с какими-то новшествами, с какими-то элементами со мной. Я делюсь своим опытом с ними. Вот, и это получается такой полезный симбиоз для всех нас. Вернемся к деятельности. Все работники телеканала были свидетелями того, как посещают наш телеканал гости. Не только с материковой части, но и из других стран. Наш канал является современным, динамичным. Он крымско-татарский. Да, все это очень привлекает различных гостей, которые посещают Крым. Это как и с других субъектов Российской Федерации, так и из других стран мира. Они у нас видят те качественные изменения, которые происходят на полуострове, в том числе и на нашем телеканале. То есть на каком уровне находится наше оснащение техническое, наш дружный коллектив. То есть это все производит на них очень яркие впечатления, незабываемые. И все это окутано колоритом крымско-татарского народа. Это, конечно, на очень высоком уровне, и для них это очень-очень ценный опыт знакомства с нами. С какими впечатлениями они уходят с телеканала? Очень позитивные, я же говорю, то есть они получают эмоции, да, положительные, потому что мы всегда их угощаем крымско-татарским кофе. Это вот радужное гостеприимство. В нашем лице они видят тот крымско-татарский народ, который мы есть, умным, современным, гостеприимным, сильным, и это все производит на них приятные впечатления. Эрвин Казимович, какое значение для вас имеет путешествие? Я знаю, что вам удалось побывать в таком крупном мегаполисе, как Пекин. Расскажите о своих впечатлениях.
Что это было? С каким визитом вы отправились? Эльвин, я действительно посетил Пекин. Это была рабочая поездка. Я был включен в делегацию министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, которая направлялась в Пекин, где прошла встреча с министром иностранных дел Китайской Народной Республики. Конечно, Пекин меня очень поразил своим масштабом. Это очень большой мегаполис. Там все построено на индустриальный лад. Каждое здание, каждый человек, все направлено на производство. Производство различное от, как мы знаем, да, там от каких-то мелких деталей до крупных автомобилей, поездов. Действительно, там они дошли до такого уровня, что за 3 месяца они поднимают многоэтажку, то есть с нуля за 3 месяца они строят небоскреб. Это, конечно, поражает их работоспособности, их экономики. Для меня было это очень полезно, интересно, и я получил огромный опыт. Есть что применить с иных стран на телеканале нашем? Естественно, в делегации присутствовало много представителей федеральных каналов других стран мира, да, и все это было очень интересно. Мы общались, делились опытом. Конечно, это было очень полезно и интересно для меня. Эрвин Казимирович, вы человек целеустремленный, успешный. Есть ли у вас особый рецепт вашего успеха? Поделитесь. Работоспособность – это много работать и добиваться поставленных целей. Телеканалу «Милет» исполнилось ровно 3 года. За это время было проделано множество работ. Каковы дальнейшие планы на телеканал? Это наше развитие. То есть мы планируем запустить еще 2-3 интересных проектов, которые будут интересны нашему телезрителю. Мы планируем усиливать нашу базу, то есть технически развиваться, расширяем свои площади вещания, то есть за год проделана большая работа по включению операторами кабельного ТВ нас в свои сетки вещания. То есть, и эта работа продолжается, чтобы на всех возможных площадках мы вещали и доносили свою информацию. То есть мы развиваемся, идем вперед в будущее. Эрвин Казимирович, интересно, а на каких площадках мы вещаем? У нас по Крыму это аналоговое и цифровое вещание. Также наш телеканал вещает через спутник. Мы охватываем всю нашу большую страну, захватываем многие страны СНГ, это Средняя Азия, захватываем Кавказ, захватываем часть Турции и ряд других стран. Дорогие телезрители, так быстро пролетело время. Эрвин Казимирович, наше блюдо практически готово, осталось лишь украсить. Если ты заметила, мы отложили пол Да. лука и пол лимона. Лук мы накрошим мелко для того, чтобы украсить наше блюдо, и желающие попробовать рыбу с луком, они смогут это сделать. Эрвин Казимирович, всем нам известно, для того, чтобы работа была продуктивной, необходимо себя мотивировать. Где берете силы? Стараюсь проводить время с семьей. Это поездки на море. Также это прогулки с собакой. Давай сейчас распакуем нашу рыбу. Давайте. Доверю это дело вам. Какая красота получилась. Аромат неимоверный. Вот то, что у нас получилось. Алин, можно тебя попросить выложить несколько листьев салата? Да, конечно. Красиво украсим наше блюдо. Выкладываем нашу долгожданную скумбрию. Овощи запеченные наши. Такие яркие, сочные цвета. Эрвин Казимирович, какие советы вы могли бы дать начинающим руководителям? В первую очередь думать о своих сотрудниках, о своих коллегах, и честно работать на благо нашей республики. Замечательно. А кем вы себя видите через 5 лет? Вопрос такой на размышление, на фантазию. Человеком в окружении близких и родных людей, вокруг себя семью вижу и
светлое будущее в нашем Крыму. Самое ценное, что есть, это семья и спокойное, мирное небо над головой. Хорошо. Скумбрия, запеченная с овощами. Аппетитное блюдо. Знаете, если вы приготовите блюдо по данному рецепту, оно обязательно у вас получится сочным и аппетитным. Что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Хотелось бы пожелать нашему телезрителю, чтобы он всегда оставался с нами и совместно с нами делал качественный продукт на нашем телеканале. И совместно мы шли вперед к светлому будущему. Чох сау вам, Эрвин Казимович, что пришли к нам в гости и поделились таким невероятным рецептом. А я, в свою очередь, присоединяюсь к словам Эрвина Казимовича и желаю, дорогие телезрители, хорошего настроения и ярких эмоций. С вами была я, Эльвина Чекиева, и генеральный директор телерадиокомпании «Милет» Эрвин Мусаев.